Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня вспоминал вас, кто сегодня думал о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой мужчина показан. О-о-о. Вот это да. Ударствует. Видите, пиковая масть. Ему прям в сердце бьет. Мужчина, который ударствует в ударе. Ему больно. Ой, как ему больно. Мужчина. Вы знаете, либо это тот, с кем вы поссорились, расстались, либо это ваш бывший, ну, либо мужчина, которому вы отказываете, да, то есть он пытается за вами ухаживать, а вы такая: нет, нет, я не хочу, да, ты мне не нравишься, я тебе не верю. Ну вот он в ударе из-за вас, ему очень-очень плохо. Мужчина ключ, искал ключ к вашему сердцу, до сих пор ищет, а найти не может. Смотрите, если мужчина бывший, ну тот, с кем вы расстались, он так ведь не смирился и не смог, и не сможет смириться с тем, что он вас потерял. Потерял, так ему больно без вас. И каждый день как мука. И чем дольше он без вас, тем больше и сильнее он страдает. Но вот знаете, вот это осознание, что я ее потерял, как такое могло случиться, она же была моя, мы были вместе, у нас была любовь, как мог я ее потерять, как она могла меня так быстро разлюбить, почему она меня разлюбила, почему мы не вместе. Прям не по себе ему. И с каждым днем его страдания все хуже и хуже. Он ничем и никем утешиться не может. Как будто бы смысл жизни даже потерял. Вот знаете, как живет наотмашь, да? День прожил и ладно. Каждый день как пустота, либо дни по кругу, как день сурка. Без вас вообще никакой радости в жизни нет. Локти себе кусает. Настолько ему плохо без вас. Если это мужчина, допустим, тот, с кем вы не хотите иметь отношения, ну, по разным причинам, да, не устраивает, не нравится, вообще не ваш типаж, а может быть, мужчина не свободный, то же самое, понимаете, ему так тяжело это все дается, он не понимает, в чем проблема, он уже не знает, кем нужно быть, что нужно сделать, что вам предложить, как с вами говорить, как до вас достучаться, чем вас удивить, покорить, да, вот у него там роятся эти мысли в голове, голова просто вот кипит у него, а в сердце боль, потому что вы его не воспринимаете, либо к себе не подпускаете, может, вообще заблокировали, и он ничего про вас не знает, только лишь может догадываться, строить там какие-то догадки, может переживать, что вы с кем-то другим в отношениях. И еще вот, знаете, пришла такая мысль, что, возможно, вы не свободны. А этот мужчина, у него сердце кровью обливается, разрывается на части, когда он думает, что вы вот сейчас со своим мужем, что вы там, ну, хорошо воркуете, проводите время, вы кушать ему готовите, он вас обнимает, целует, и у него прям земля из-под ног уходит. Ему так тяжело, ему так плохо, он просто болен, да, болен от неразделенной любви, болен от ревности, болен от того, что вы не его женщина. Вот от чего его боль, от чего его удар. Может быть еще так, что вы живете сейчас в разных местах, либо он далеко от вас, вы далеко от него. И удар от того, что вот все люди счастливы, там в парах, друг друга находят, да, вместе время проводят, а вот он один, как сирота. Да, ему очень и очень плохо. Ключ. Вот какой-то ключ согнутый, поломанный. Может, он действительно перестал вас понимать, либо он не понимает, что вам нужно, как вас убедить, его простить, либо ответить взаимностью на его ухаживание, да, ему очень плохо. Но вы все разные, понятно, что у каждой своя ситуация. Этот мужчина не рядом,
Этот мужчина любит, и мужчина страдает, у него вот пиковая мазь с вашей стороны. Это не работа, это не какие-то дела, это именно с вашей стороны ему боль в сердце идет, прям пика ему колет. А между вами и мужчиной как будто бы стены, да такие высокие, что просто невозможно заглянуть. Не знаю, почему-то мне кажется, что нет общения, либо вы его заблокировали. Хочу взять карты, посмотрю на картах еще. С одной стороны, даже его как-то, знаете, жалко, чисто по-человечески, но с другой стороны, наверное же, есть этому причина. Что с ним происходит, от чего он так страдает. В общем, может, по делам ему это все досталось, да, может, он вас обидел, может, не ценил, может быть, в свое время как-то, предал, обманул, может, действительно вы замужняя дама, и в тайных романах любовных вы не заинтересованы. Как-то так мне идет. Женат ли он? Может быть, что и он женат, да, потому что за его спиной какие-то люди весело проводят время. Если он даже и женат, то он чужой в своей семье, он там, знаете, как не родной. Вот они живут свою жизнь, да, они там веселятся, развлекаются, у них свои интересы, а он как сам по себе. Но опять же, удар от вас идет. Даже если женат, он любит только вас. Но он закрыт в своем доме, абсолютно закрыт в 4 стенах. Вот как, знаете, этот волк, загнанный в угол. Больно, больно. Хотел бы он жизнь свою изменить, он готов на все ради этого, но закрыт. Он закрыт, вы от него закрыты, да? Вы его закрыли в его же доме, и нет пути к вам. Все пути к вам через горы проходят. Он готов, я не знаю, там скакать, плыть, бежать в вашу сторону, но с вашей стороны тоже горы. Горы. Хорошо, понимаете ли вы, о ком речь идет? Вы понимаете сейчас, правильно ли вы понимаете, о ком речь идет? Потому что здесь ни буквы, ничего нет, вы понимаете. Вы знаете, о ком я говорю. Скорее всего, даже первая мысль, когда я начала говорить, вы сразу сказали, да, это вот именно этот персонаж. Вы понимаете. Он не чужой вам человек, он точно знакомый, вы его хорошо знаете. Так. За что ему эта боль? Давайте посмотрим, почему он так мучается. За что эта боль? Карту искать. Он явно вас обидел, либо как-то неправильно себя ведет. Лилия, король пик. Вот, смотрите, да, его королем пик показали. И, скорее всего, ему вернулась та боль, которую он причинил вам. Вы же нормальная женщина, вы бы не стали бы мучать просто так мужика. Туман. Есть туман, облака, тучи. Вот как хотите, так и называйте. Вот есть на нем грех. Не просто так. Вы серьезная женщина, вы за семью, за стабильность, за нормальные, продуктивные, здоровые отношения, за доверие, за честность. А он вам этого не дал. Вот и все. Вы якорь подняли и пошли. А мучается он по справедливости. Так, давайте еще посмотрим действия. Потому что я в песке особых действий не вижу. Я только лишь вижу его страдания. И оплакивание того, что он вас потерял, того, что он вас лишился. Какие-то мечи у него там. Непонятно, змеи какие-то. Потухшие свечи. Может, он уже и надежду это потерял. Сейчас посмотрим, будут ли действия с его стороны. Перекресток. Ты сам появился. Ой, он хочет изменить свою жизнь, он очень хочет изменить то, что между вами, но витиеватая дорожка, неправильный ход мыслей, затуманенность сознания и нежелание принять нежелание принять свои ошибки, свой неправильный подход. Да? Это его крест, он должен это пережить. Ему это больше похоже на карму, на испытание, либо возврат долга. Да? Возможно, он вас обидел, он теперь вам должен. Несправедливо, нечестно поступил, теперь ему это все возвращается. То есть вы в свое время из-за него пострадали, наплакались, да, эту боль испытали, а теперь ему это все возвращается. Почему-то у меня еще такая, знаете, вот
подсказка идет, что мужчина, возможно, в прошлом вами как наслаждался, но не испытывал к вам каких-то очень серьезных, глубоких чувств, да? То есть, как-то легко ему все это давалось. А когда он вас потерял, когда вы от него отвернулись, заблокировали его, перестали с ним общаться, то вот тогда-то любовь и созрела, тогда-то любовь себя и проявила. То есть, когда вы были рядом, он не любил, просто хорошо проводил с вами время, а когда он вас потерял, вот любовь и вспыхнула, да? Вот эта поговорка, либо пословица, да, что имеем, то не ценим, а потеряв, плачем, да? Вот приблизительно про мужчину. Ох, опять он выходит. Ой, выходит. Ой, шанс девочки просит. Как-то он за вами хочет подсматривать, либо через кого-то информацию получать. Может, кто-то ему докладывает по поводу вас. Вот. И опять же, вы для него непонятны в сегодняшнем дне. Непонятно, почему вы в любовь не верите в его, почему вы вот любила и так резко разлюбила. Он такой, типа, это неправда, так не может быть. Она просто скрывает свою любовь, да, он там себя утешает. Хорошо, давайте посмотрим, а вы как к нему относитесь? Прав ли он, что вы скрываете свою любовь? Мало ли тут... Может, мужчина у нас ясновидящий, да, знает, чувствует наперед, как вы к нему относитесь. Что сказать, да, у кого-то любовь и боль. Вот в прошлом вы точно его любили. В прошлом. Когда, наверное, не настолько хорошо его знали, либо до его вот этого ужасного поступка. А теперь вы как будто бы его отрезали, как будто бы вы со своим сердцем договорились, что вот он плохой человек, да, мы с ним не будем, забудем про него. Вы смогли себя в руки взять, а он, наоборот, видите, расклеился. В будущем я вижу, что у этого мужчины состояние будет ухудшаться, и, возможно, он даже себя доведет до какой-то болезни, да, возможно, даже в больницу попадет, либо еще что-то случится. Как-то он, знаете, вот сам себя наказывает, мне еще идет. Может быть, он как-то неосторожно живет, неосторожно относится к опасностям, потому что типа без вас ему жизнь не нужна. Здесь еще два каких-то неприятных события, которые он переживет. Я не вижу вас совершенно в этой отсыпке, но вижу его страдания и то, что он оплакивает вас как потерю. Но все равно надеется на то, что вы смягчитесь и на то, что в какой-то из дней вот просто там разблокируете его, либо согласитесь пойти с ним на свидание, принять его ухаживание. Эта надежда есть, она, конечно, очень маленькая, и свечи практически потухли, но, тем не менее, это то, что держит его на ногах, то, что позволяет ему жить. И еще мне кажется, что вот он какой-то то ли пьяный сейчас, то ли с бодуна, да, вот у него какое-то несвязное сознание, несвязное абсолютно. Тут можно смело сказать, что он вас то умоляет мысленно, да, вот вернуться к нему, быть с ним, любить его, простить его, то он начинает там вас винить, проклинать, что ох, какая ты жестокая, ты разрушила мне жизнь, ты там судьбу мне сломала, ты влюбила меня в тебя, в себя. И, знаете, такие какие-то ужасные вещи, то есть и любит, и ругает. Да, и благословляет, и проклинает. Как-то, непонятно, да, обычно так пьяные себя ведут, либо с бодуна люди. Но что-то явно с ним происходит, и что-то не очень хорошее. Но ему это наказание за то, что он недооценил вас, либо обесценил вас, либо обидел вас. Но он знает, за что ему наказание, и вы знаете, за что его наказали. Пытается держать лицо на людях, но когда он один остается, да, вот в собственном доме закрытый, у него прям все это через уши, через нос, через глаза, через рот проливается, да, боль его проливается. Он ходит, как, знаете, кувшин с болью, вот. И когда наедине, он может себе это позволить. Но в присутствии других людей он, конечно, старается себя держать, там, марку держать, да, лицо держать.
Знаете, как комок боли. Он как комок боли мне идет. Но это все ему возмездие, все это справедливо. И еще мне кажется, что через эту боль он либо погибнет, либо очистится, да, переродится, трансформируется. Тут уже все зависит от силы его духа. Ну и, конечно же, от его осознанности. Потому что боль – это действительно ключевой момент в перевоспитании, перерождении. Проходя через боль, проходя через испытания, люди либо сильнее становятся, либо они разрушаются. То есть они сдаются и разрушаются. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я не вижу у вас тут каких-то особых встреч. Но мы видели, да, надежды. И тут свечи, которые практически догорели. Но все равно хоть такая маленькая искорка, но есть. Ну, по делам, девочки, ему по делам досталось. Вот. И вы, да, вы сразу поняли, о ком я стала говорить. Мужчина страдает. Страдает, конечно, он думает о вас. И он не только сегодня вспоминал и думал. Я так понимаю, что он сутками напролет вспоминает и думает, прокручивая, да, то, что было. Ваши чувства, ваши отношения. Но никуда ему не деться. Там был крест, это его судьба. Надо было быть нормальным человеком, и все бы у тебя было хорошо, а не так, как ты поступать. Ну, долг платежом красен. Возможно, он действительно это все проработает, переживет, изменится, и у вас уже будут другие отношения. Возможно, вы его простите. Но, возможно, он поймет, что вот в ту же самую реку уже не войти. Ну, что бы это ни было, ему очень плохо. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.